Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Чиновникам Владикавказа не холодно. Сроки отопительного сезона не будут перенесены на более ранние. По заверениям синоптиков, холода отступят примерно на неделю. Федеральный министр подвел итоги двухдневного визита. Лев Кузнецов посетил детскую республиканскую клиническую больницу и обновленный хирургический комплекс. Итоги рабочей встречи подвели на расширенном совещании в правительстве республики. Школьное питание не для всех. Вопрос о школьном питании вновь на повестке дня республиканского руководства. По последним данным, горячими завтраками и обедами сейчас обеспечены лишь порядка 60% детей. Эти и другие темы далее подробно. Холодная погода заставляет жителей города доставать с дальних полок теплые вещи. Однако комитет ЖКХ не спешит помочь горожанам согреться. Ссылаются на федеральный закон. Согласно документу, чтобы включить котельные, среднесуточная температура 5 дней не должна превышать 8 градусов по Цельсию. Мы готовы начать отопительный сезон уже в настоящее время, просто ждем вот этих температурных режимов. Вот что людям делать, потому что холодно в домах, а отопительный сезон еще не скоро? Проводить мероприятия по утеплению своих жилых помещений, сохранять температуру в жилых помещениях. По информации столичной администрации, предприятия коммунального сектора полностью готовы к отопительному сезону. Продолжается работа по подготовке многоквартирных домов. Степень готовности жилищного сектора оценивается в 90%. Управляющие компании и ТСЖ сдают дома и паспорта готовности. К началу отопительного периода работу обещают завершить. Между тем, в ближайшие выходные синоптики обещают потепление. Холода отступят примерно на неделю. Похоже, что погода обладает большим сочувствием, чем чиновники. Фатима Дзываева, Тимур Мазаев, Евгений Маркин. Осетия ТВ. В рамках первого рабочего визита в Северную Осетию сегодня министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил детскую республиканскую клиническую больницу. Глава Минздрава Владимир Селиванов доложил, что здесь необходимо отремонтировать пищеблок. Комбинат сможет обеспечить питанием все городские больницы. В таком случае строить новые пищеблоки нет необходимости. Соответственно, федеральная казна по расчетам сможет сэкономить около 200 миллионов рублей. Документы для реализации проекта Минздравом России уже подписаны. Теперь проект поддержит и Министерство по делам Северного Кавказа. Наряду с реконструкцией инфекционного отделения ДРКБ ремонт пищеблока будет включен в программу «Юг России». Строительство пищеблока ДРКБ площадью 800 квадратных метров проводили с 90 по 98 год. На сегодняшний день ремонта здесь ни разу не было. Необходимые средства для его осуществления составляют 60 миллионов рублей. Министру также показали хирургический корпус, который открылся год назад после капитального ремонта. Работы провели на деньги, полученные по программе модернизации здравоохранения. Лев Кузнецов посетил приемное отделение, пообщался с больными и врачами. Он отметил высокий уровень имеющегося оборудования и современные палаты. Показали министру и компьютерный томограф. Не обошлось без замечаний. Чиновник выразил недовольство по поводу пандусов на входе в отделение, которые не соответствуют нормам. И везде проверьте. Если мы говорим доступная среда, значит она должна быть реально доступна. Нет, значит лучше не делать. А вот такую вещь, это надсмехательство. Вот, по пандусу, да? Ну конечно, видите, вниз и дальше чего? И туда куда-то в угол. Итоги двухдневного визита Льва Кузнецова подвели на расширенном совещании в правительстве Северной Осетии. Министр поручил местным властям подготовить проекты развития приоритетных направлений. Они смогут войти в федеральную дорожную карту, на реализацию которой будут направлены деньги из государственной казны. Сегодня есть в федеральном бюджете программы по инвестиционным контрактам, которые дают возможность получать государственное финансирование и привлекать деньги совсем по другим процентным ставкам. Сегодня у нас есть ВЦП «Юг России», которая с 2017 года, я уже не раз повторял, ориентирована на то, чтобы в первую очередь способствовать развитию реального сектора экономики. Конечно, не упуская тех приоритетов, которые обозначены в президентах, но понимая, что именно только создав твердую основу экономическую, мы можем повышать социальные стандарты и качество жизни людей. Одним из самых развитых направлений является сельское хозяйство. Республика полностью обеспечивает себя картофелем, на 86% птицей и на 66% говядиной. Кроме того, участники совещания предложили сразу несколько перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК. Это модернизация птицефабрики «Михайловская», которая способна выйти на региональный рынок. Важным экономическим и социальным проектом является строительство фруктохранилища для компании «Дегуста». Федеральной поддержки запросили представители предприятия «Алания Фиш». Компания планирует производить до 10 тысяч тонн рыбы в год. Таких показателей при наличии финансирования можно достигнуть к 2018 году.
Лев Кузнецов подчеркнул, нужно, чтобы регионы СКФО были первыми, кто представит качественные и эффективные проекты, выгодные с точки зрения экономики и нужные населению. Глава республики Таймураз Мамсуров заверил, что все документы будут готовы к 15 ноября. Фатима Макиева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Сколько раз, чем и за чей счет кормить учеников? Вопрос о школьном питании вновь на повестке дня республиканского руководства. По последним данным, горячими завтраками и обедами сейчас обеспечены лишь 60% учащихся младших классов. Перебои с питанием начались после того, как свернули профильную госпрограмму. Обязанности по поставке продуктов переложили с Министерства образования на местные администрации, а соответственно с республиканского бюджета на муниципальные. Районы с поставленной задачей справляются по-разному. Успешно работа ведется в Алагирском, Ордунском, Кировском, Моздокском и пригородном районах. И не смогли осуществить, привлечь такое очень модное понятие, как реализовать такое модное понятие, как аутсорсинг. То есть они привлекли бизнес, какие-то возможности не государственные, не муниципальные к организации школьного питания. Овощные культуры в школу поставляются бесплатно, плюс к этому там кто-то из предпринимателей берет на себя обязательства там, по выпечке хлебобулочных изделий. То есть достаточно оправданно муниципалитеты решают эту проблему. Однако не везде все так хорошо. Хуже всего дела обстоят в Иравском и Дегорском районах. Несмотря на то, что учеников здесь меньше, местные администрации вообще не выделили деньги на школьное питание. Все потому, что финансово-экономическое положение здесь и так аховое. А вот в Правобережном районе и Владикавказе мэрии выделяют определенные суммы, однако их не хватает на всех детей. В столице, например, питанием обеспечены лишь 2/3 школьников. Причем акцент делают на детях из малообеспеченных семей. Только их кормят бесплатно. В рамках муниципальной целевой программы «Школьное питание» дети из малообеспеченных семей с очень доступной прозрачной схемой представления документов имеют возможность получать горячие обеды. В настоящий момент та часть школьников, которая не питается бесплатно за счет средств государства, питаются за собственные средства. На сегодняшний день, если провести анализ количественный, то в школах города Владикавказа на сегодняшний день питаются двухразовым питанием, которое включает в себя бесплатный вариант и, соответственно, за наличные деньги порядка 85%. Фактически умелое администрирование даже при небольших средствах может решить вопрос. Проблема в другом. Далеко не все муниципалитеты в состоянии понять, как им нужно работать. И здесь встает вопрос об их профпригодности. Мы, конечно, уже будем настаивать на том, чтобы те ответственные лица, которые не справляются на местах, они были обозначены и был поставлен вопрос о их профнепригодности, потому что это не единственная проблема, с которой они не справляются, как показывает такой проведенный анализ. Свою роль играют и мошеннические схемы. О том, как нерадивые чиновники и работники школ растрачивают деньги, наслышаны все. Где цены на продукты в документах завысят, где купят меньше, чем было нужно. Таких манипуляций сейчас меньше, да и контроль за покупками стал жестче. Кроме того, уже сейчас к работе привлекаются медики. В республике растет количество детей, страдающих холециститом и гастритом. Это еще раз доказывает, что проблема не выдуманная и решать ее надо сообща. Не просто ждать, когда в очередной раз республика выделит субсидии, а пытаться делать деньги самим, ориентируясь на опыт в соседних районах, ведь они как-то справляются. При любом раскладе отвертеться от этих обязательств администрациям не удастся. Обязательное школьное питание уже стало одним из пунктов национальной стратегии в интересах детей. Яна Гагиева, Евгений Маркин, Ацамаз Шипшев, Тимур Мазаев, Осетия ТВ. Для очередной параллели выпускников начался последний учебный год. Ребята интенсивно готовятся к предстоящим ЕГЭ. На первом заседании специальной рабочей группы под председательством вице-премьера Рустема Келехсаева приняли план мероприятий по подготовке к экзамену 2015 года. В этом году, в 2015 году, экзамен будет вестись не в 3, а в 2 волны. Он будет проходить в апреле и в мае-июне. А в июле экзамен не будет проводиться. Это огромный плюс для учителей, которые смогут отдохнуть в летний период. А также бонусом для учителей Северной сети является то, что организаторы ЕГЭ, труд организаторов на ЕГЭ будет оплачиваться. В Северной сети откроется независимый центр тестирования проведения ЕГЭ, который будет работать в течение всего года. То есть, если участник ЕГЭ не удовлетворен своим результатом, он может перестать по любому предмету. И, как я уже сказала, он будет функционировать в течение всего года.
На официальном сайте Федерального института педагогических измерений в открытом доступе находятся контрольно-измерительные материалы. Любой желающий может пройти тесты и проверить уровень своей подготовки. По указу президента России Владимира Путина в этом году участники снова будут зимой писать сочинения. По его результатам будут выявлены выпускники, которые получат доступ к сдаче ЕГЭ. Министерство образования делает все для обеспечения честной сдачи экзаменов. С прошлого года сохранилась система работы организаторов ЕГЭ, наличие металлоискателей и видеокамер. Сабина Лаборова, Фатима Макиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Штырныхаш сегодня отчитался за проделанную работу. На повестке дня выборы нового состава Совета. Организация существует уже более 20 лет, в нее входит 87 человек. Среди них представители Северной и Южной Осетии. Круг деятельности Совета обширный: культурно-массовые мероприятия, воспитательные беседы, сотрудничество с руководством республики. Кроме того, это единственная организация, имеющая право созывать высшие форумы нации. Сейчас Штырныхаш готовится к 8-му съезду осетинского народа, а проводится он раз в 5 лет. В этом году в республике соберутся осетинские делегации со всей России и ближнего зарубежья. Высший совет Осетин – это единственная организация, имеющая, полномочия и созыва съезда осетинского народа. Приезжают все диаспоры со всей России, с ближнего и дальнего зарубежья. На съезде рассматриваются все насущные вопросы, касающиеся жизни и деятельности нашего народа. Сохранение наших традиций, культуры, языка.